Селям алейкум, урмитли телесерджелер. Добрый день, дорогие телезрители. Рада снова приветствовать вас в эфире самой вкусной передачи «Софрага Буйоранас». Всем нам известно, что кулинария – это не только искусство, но и удовольствие. Если пища приготовлена качественно, она и вкуснее, и выглядит привлекательнее, что радует и кулинара, и всех остальных. А еще одной важной составляющей вкусного блюда является хорошая компания, в которой вы будете готовить. У нас такая компания есть. Чтобы ближе познакомить вас с героем сегодняшнего эфира, мы подготовили небольшой сюжет. Смотрите. Он умеет удивить и заинтересовать своего зрителя. Его танцы всегда наполнены теплотой, эмоциями и безграничной любовью к родной культуре. С самого детства Эрнест Портыхов интересовался танцами и уже сегодня, являясь профессиональным танцором и хореографом, сам стал наставником для подрастающего поколения. Руководитель крымско-татарского народного ансамбля «Несиль». 5 групп и более 100 участников посещают его творческие занятия. Эрнест Бей заряжает всех своей энергией и желанием работать и развиваться. Он является настоящим примером для подражания. При своем загруженном графике Эрнест Портыхов уделяет должное внимание и своей семье. 2 маленьких сыночка и жена являются источником вдохновения для любящего отца и мужа. Время, проведенное с семьей, несомненно приносит радость и уверенность в своих силах. Эрнест Портыхов не только харизматичный танцор и хороший семьянин, он еще отличный кулинар и сегодня раскроет секрет приготовления своего фирменного салата под названием «Джан Юректен», создав особую атмосферу на кухне Софрага Буйоранас. Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру и традиции народа. Встречайте, танцор, творческий хореограф, педагог, замечательный муж и отец 2 детей Эрнест Портыхов. Селям алейкум. Алейкум селям. Мераба. Мерабанус. Хош келдіңіз. Авонус. Эрнест Бей, расскажите, как приветствуют друг друга артисты? Приветствуем, как обычно. Селям алейкум. И спрашиваем, как дела, интересуемся здоровьем. Как же ваши дела, как здоровье? Отлично. Все отлично, Да. хорошее Спасибо настроение. за приглашение, да, и у вас тут уютненько, приятно. Это радует, я очень рада видеть вас на нашей кухне. Расскажите, Спасибо. пожалуйста, что мы будем сегодня готовить. Мы сегодня приготовим с вами салатик. Называется он «Джан Юректен», то есть от всего сердца. От сердца, от души. Да, я вкратце расскажу историю. Пришел домой уставший, и жена говорит: что будешь кушать? Я говорю: что-то мне хочется салатика какого-нибудь. Сделай мне какой-нибудь от души салатик. Ну, она думает, что же мне сделать, ушла, и потом приглашает на кухню, говорит: салат готов, только не от души, а от чистого сердца. Назвала она его «Джан Юректен». То есть жена сама дала название этому салату. И мне тоже он очень понравился, и тоже взял на заметку. И когда какие-то у нас дома мероприятия, как традиция у нас получилась, что я постоянно жене говорю: давай свой эксклюзивный такой, да, фирменный салат «Джан Юректен». И она с удовольствием его готовит, потому что все эти ингредиенты у нас были дома, и все эти ингредиенты ей нравятся. То есть и нам, ну, мне и детям нравится. Поэтому из всех вот ее любимых ингредиентов получился такой хороший, то есть сытный салат, можно так сказать. Даже можно не есть какое-то там первое или второе блюдо, салатик поесть, и можно наесться вот как-то так. Отлично. То есть, потому что сегодня у нас есть такой салат, мы обязаны вашей супруге. Ну, можно так сказать, да. Здорово. Хорошо, какие у нас есть ингредиенты? Давайте перечислим. Да, пекинская капуста. Я считаю ее основой, потому что в салате ее первую вижу капусту. Так, мы имеем там копченую курицу, филе в данном случае, сыр. Так. Помидоры, ну, твердый сыр, я скажу сразу, мы натирать не будем ничего. Мы должны все ингредиенты почувствовать, да, поэтому все будем нарезать либо кубиками, либо соломкой. Ага. То есть мы ничего натирать не будем, мы должны почувствовать все, вкус каждого ингредиента. Хорошо. Помидоры и маслины и кукуруза, это я уже по своему усмотрению, потому что жена еще бывает добавляет туда грибы, но я от грибов отказался, я вот по вкусу, это как бы, как говорят, соль и перец по вкусу, да? Да. Вот в данном случае в моем салате кукуруза и маслины, думаю, ну,
дополнение. Не сказать, что это без них нельзя, но оно вот как-то и красиво будет, и, думаю, придаст свой вкус, оттенок такой. Вот, говорю, думаю, достаточно. И, естественно, в конце мы это все заправим майонезом. Хорошо, будем приступать. Обязательно. Давайте, Я начну, наверное, все-таки с капусты. Так, мы ее сначала разрежем вдоль. Это очень важно для наших телезрителей, чтобы Да. они видели, наблюдали за процессом, понимали, что и как конкретно нужно резать. Да, мы ее разрежем вдоль. Мы знаем, что пекинская капуста, она мягкая, то есть, да, поэтому одну часть мы можем это все делать ножом, а верхнюю часть, то есть как вот бумагу, можем все делать ручками, да, руками надрывать, отрывать как бумагу. То есть тут не нужно какой-то нам обязательно какая-то фигура, а в капусте можем просто отрывать ее. То есть вот эту вот задачу вам даю сделать. Нижнюю часть я уже сделаю все ножом. Окей. То есть, а верхнюю часть вам даю сделать вручную. Как скажете, как скажете. Вот здесь я уже режу как бы вот таким способом. Эрнест Бей, Да. дома готовите вы или вы доверяете это дело своей супруге? Конечно, супруги, потому что у меня супруга домохозяйка. Как говорится, вся работа по дому, На ней. да, домашний очаг, уют, все на ней. Дети, воспитание, там, ну, как у всех домохозяек. Я, естественно, со своей профессией, то концерты, то детский ансамбль, то ансамбль там, где я сам еще танцую. То есть целыми днями я в переездах, тем более с нашими пробками, я домой здесь успею, то забегаю на 15 минут. Поэтому жене полностью доверяю это дело, она это делает мастерски, то есть всегда угождает 3 богатырям, мне и 2 сыновьям. Ну, она, как мудрая женщина, всегда советуется со мной, что же приготовить. Да. Может не сказать, что у нее нету фантазии, просто она, зная мою такую нагрузку в течение дня, она спрашивает, что же ты будет, ну, какие-то предпочтения, может, что-то хочется, может, где-то там почувствовал, где-то услышал какой-то запах, может, что-то там пришло какое-то там. Она интересуется, спрашивает, и, естественно, там, если вдруг у меня какой-то там действительно захотелось чего-то, я ей, могу заказать. Если нет, я говорю, давай, ты где-то все делаешь мастерски, на твое усмотрение, давай, и я жду. Если рано утром я просыпаюсь, один из первых, тогда я могу приготовить для себя и оставить им как бы. Здорово. А так, в основном, конечно, она. Эрнест Бей, мне известно, что вы занимаетесь танцами с самого детства, и вообще с самого детства вам ваш отец прививал любовь к физическим нагрузкам. И, собственно, вы в какой-то степени, благодаря ему сейчас являетесь успешным хореографом. Правда ли это? Частично. Почему? Потому что прививал к физической культуре любовь это дедушка, отец. Ага. А отец у меня тоже очень любит нашу культуру, как бы концерты, все эти дела, потому что, в свое время в молодости он тоже там, когда в Узбекистане был на репетициях ансамбля Хайтармы, он сам играл на трубе, то есть это все было любительски. То есть тогда в то время дедушка решил, что это несерьезная профессия, отдать себя культуре. И, у него любовь к этому осталась, но он уже по другой, как говорится, пошел дороги. И поэтому он, видимо, хотел видеть уже во мне все то, что у него в молодости, эту любовь. И дедушка приучал меня к физической культуре с детства, чтобы я делал какие-то акробатические элементы. А отец поддерживает меня в этом всем. Отец поддерживает, он меня водил на занятия, ездил со мной там с Октябрьского в Симферополь, на всех концертах, где должен присутствовать отец. Он был в родительском комитете в школе. То есть где, что касается скульптуры, со мной, с танцами, с концертами, он был всегда рядом, всегда поддерживал, потому что это ему нравится, до сих пор ему нравится быть на концертах, где участвую я, где участвуют мои дети, ансамбли. Поэтому, то есть спасибо и дедушке, и отцу, которые как бы привили любовь и не были против моего выбора. Можно сказать, даже в этом выборе они дали как бы. И все-таки, как появились танцы в вашей жизни? В каком возрасте? Кто был вашим первым педагогом? Ваши впечатления первые очень интересуют о хореографии. Началось все в школе, но поздно, как сказать, для хореографов, для всех танцоров начинается все с раннего детства, наверное, скорее всего, чаще всего так. У меня началось все поздно, это где-то в лет 13-14. Да вы что? Да. То есть в школе, в Октябрьской национальной школе я учился, и на всяких мероприятиях нужны были дети, чтобы для участия. Видимо, меня как-то там потянули, не знаю, увидели во мне какой-то там, заметили педагоги, учителя в школе.
И вот решили отправить меня в Симферополь для занятий. Там в то время, это 96-й год, наверное, точно не помню, к Муниру Аблаеву, ансамбль Теселли. Да, и вот Мунир Феттаевич дал дорогу мне во все это, вот то, что я сейчас имею, и мои, не то, что сказать, все знания, а вот то, что я с вами здесь стою и общаемся на тему культуры, на тему танцев, это благодаря, конечно, Муниру Феттаевичу. Вот. Продолжим наш процесс. Теперь мы приступаем к копченой курице. Так, хочу снять с этой курочки вот эту вот шкурку. В общей сложности сколько лет вы уже в хореографии? В 1999 году я поступил в училище культуры, потом университет культуры имени Поплавского в то время был. Здесь филиал в Симферополе был. В Татарском театре я работал, опять же, благодаря Муниру Ага, который там работает сейчас балетмейстером, и он сказал, что мальчик всегда дефицит в танцах, в хореографии, поэтому он попросил, так, не то, что попросил, а сказал, будешь хорошо заниматься, учиться, возьму Татарский театр, будешь там. Был стимул. Да, обязательно, конечно, был стимул. И вот, то есть, сколько лет? 21, если мы считаем, с первых шагов, а вот с 99-го, то есть, как поступил уже, когда уже начал свою жизнь отдавать этой профессии, получается, да, учиться, как бы, Огромный опыт, конечно. Получать знания, то вот можно так считать, что, да, 20 лет пусть будет. Округлим. Округлим, да. 20 лет. Эрнест Бей, чем не могу быть я полезна? Предлагаю порезать сыр. То же самое кубиками, тоже небольшими, если вы видите, да. Хорошо. Вот. Итак, с 2014 года, Так. то есть уже 3 года как, вы являетесь руководителем, балетмейстером ансамбля «Несиль». Вот Да. расскажите об этом поподробнее. Во Дворце пионеров, это на площади Куйбышева, да, базировался ансамбль Учансу, младшая группа, Фиданлар. Так. Вот, и потом по каким-то там, не знаю, причинам, Аляга с этими детками, они решили переехать в здание КИПУ. То есть, и некоторым детям, естественно, часть какого-то ансамбля уже стало неудобно место расположения, да. И знакомые родители уже тогда меня знали некоторые, сказали: Эрнест Ага, вот как бы у нас есть такая возможность. И вот спасибо знакомым, Эльмира Ханум Ибраимова, она предложила мне. Мамочка одна моего ученика сказала: вот Фиданлар переехали, теперь там пустует зал, некоторым детям неудобно ехать теперь в КИПУ. Может, вы откроете там что-нибудь? Я долго не думал, честно сразу говорю, долго не думал, потому что надо делать сразу, рисковать, делать первые шаги, и тогда получишь результат положительный. То есть долго я не думал и сразу пошел туда к начальству, к администрации, и все дело быстренько начали. То есть, там тоже навстречу пошли быстро, и документы все подготовили. И родился ансамбль «Несиль». «Несиль» почему? Потому что поколение переводится. Мы думаем о будущем нашем. Вот на данный момент сколько насчитывается? 130 человек детей, да. 130. А еще я знаю, что есть и самые маленькие, с 4 лет детки к вам ходят. Да. В чем сложность работы с детьми? Есть ли какие-то сложности? Или есть сложности, но дети разные. К ним подход разный, особенный. Один капризный, другой шустрый. Один с полуслова тебя не поймет, другой заплачет. То есть у всех разный подход, поэтому есть свои сложности, но я как-то нахожу язык. Со всеми? Да. У вас есть свои дети, 2 сына. Да. Да, Имран и Рамазан. Да. А вот расскажите о них поподробнее. Я знаю, что они еще маленькие. И какой вот вы дома? Расскажите, какой вы отец? Такой же строгий, как педагог, или позволяете? Ну, мне вот детям? жена иногда удивляется, почему вот баба, всегда папу, а обычно маму ищем, а тут и папу. Потому что, наверное, папа вот дома, может быть, редко бывает, но и папа терпеливый. Вот у меня такая черта есть, я терпеливый. Сабырлы. Да, сабырлы, поэтому я, видимо, и в ансамбле, то есть не повышаю голос. Я как-то остыну и потом дальше продолжаю. И дома такой же, поэтому дети, видимо, к тому, что я не ругаю. Сына старшего учу, говорю, надо разговаривать. Надо слушать внимательно, ты же уже взрослый мальчик, ты понимаешь, что тебе говорят. Знаешь, что такое плохое, что такое хорошее. Ты понимаешь, я тебе объясняю, ты должен слушать и делать, как тебе говорят. То есть поэтому, видимо, и я люблю каждый любит своего ребенка, и,
какие-то поощрения, какие-то угощения. Каждый раз прихожу или с какой-то игрушкой, или с каким-то угощением. То есть поэтому, может быть, и дети поэтому тоже ко мне тянутся. То есть воспитание, вот Имран ко мне ходит в младшую группу, о которой мы говорим. Вот, да, я как раз хотела спросить. Ему в феврале будет 5, развивается. Мы его вводим на английский язык, мы его вводим на акробатику, мы его вводим на ментальную арифметику. Сейчас такая модная ментальная. Да. Очень шустро считает. Даже мы с женой Не успеваем, не да, можем за ним, так считать, наверное, как он в 5 представляю. лет. И у меня на занятиях я ему не папа, Эрнест Мустафаевич. Вот так. То есть, да, и он знает, все. понимает меня по взгляду сразу, что как надо, когда надо молчать, когда можно там побегать, порезвиться, когда пауза. Он уже все понимает, знает, что я дома отец, а на занятиях я педагог. И также параллельно у меня на моих занятиях в ансамбле «Несиль» с детками я тоже разговариваю, стараюсь детям говорить, рассказывать все на татарском языке. Все ли дети понимают? Всех ли хороший Не уровень? все дети понимают, но у меня есть такая своя методика. С первого раза не понял, хорошо, переведу. Со второго раза не понял, другой переведет, сосед, который уже должен понимать. Ага. А с третьего раза ты уже должен знать. Либо не спрашивай меня, подглядывая, что же он сказал такое, и только так. Потому что, иначе, на одном месте будем стоять. Слушайте, у вас 2 в 1. И хореография, и курс крымско-татарского языка. Да, Здорово. да. Я думаю, это им и в жизни понадобится, и будут знать, и дома учить будут там. Я думаю, вы правы на все 100%. Эрнест Бей, так что нам нужно дальше? Вот мы почти уже все порезали. Да. Я Так. сейчас маслину нарежу пополам, чтобы она была не мелкая, мы ее порежем вдоль. Высыпите кукурузу сверху красивенько. Даже у нас, видите, какая-то цветовая гамма получается красивая. Вот таким методом мы сейчас приукрасим наш салат. Это почти уже, как говорится, финишная прямая. Потом это все в конце надо будет нам туда добавить майонезика и все это перемешать. Но майонез должен быть, конечно, не переборщить, потому что есть люди, которые не любят майонез, да, но добавить, как говорится, сочности, потому что и так у нас есть помидор и пекинская капуста, которые придают эту сочность. И майонез, как говорится, тоже не исключение, который нам даст небольшой такой вкус. Вот, возвращаясь к теме семьи, хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам и тоже стали артистами? Если очень сильно захочет сам пойти в культуру, конечно, мой опыт, думаю, ему поможет. А так, если не буду я ему привязывать ничего, он сейчас занимается акробатикой. Он очень гибкий, он делает уже какие-то, в свои 5 лет уже какие-то элементы делает. И в то же время он занимается танцами. Но это все родители отдают детей на занятия танцами, чтобы у него была осанка, да, была какая-то там слух какой-то, там, какая-то физическая подготовка. Но это не значит, что ребенок всю жизнь будет танцевать. Поэтому мой ребенок тоже не исключение, занимается танцами, акробатикой, а какая у него дальнейшая жизнь будет, чем он заинтересуется уже в подростковом возрасте или уже в зрелом возрасте, там уже покажет время. И мы будем, естественно, как родители, как все родители, поддерживать своего ребенка и помогать ему в его выборе. Ну вот на ваш взгляд, любого ли человека можно научить танцевать? Или нужны определенные... Можно любого научить танцевать, но у каждого человека нужно свое время. То есть кто-то может научиться за 2 часа, поймет все, что ты от него хочешь, требуешь, а кому-то надо будет полгода. То есть научить можно, доступно, это не без этого, но время, то есть только надо время. Так, я вижу, что у нас готовы все ингредиенты. Да, Что мы все сделали. Давайте-ка мы, супруга говорит, соль не надо, потому что у каждого там продукта, вот даже у копченой курицы есть своя соль, то есть тогда будет достаточно, но мы все-таки хоть немножко это мы сделаем. Посолим. Да, посолим, потому что Соль помидорчик у нас есть, любит соль, видите, да, да. как мы все знаем. О, немножко, совсем немножко. Так. И это надо все заправить майонезом. Майонез у нас Да. есть, пожалуйста. Майонезиком, ложечку нам. Ложечка тоже есть целых 2, Вот. чтобы было удобнее перемешивать. Так. Так, майонеза нам нужно сколько вообще? Чтобы Майонез, он нам нужен так, чтобы мы, как сказать, просто заправили, чувствовали да? там минимально. Он там должен быть как-то для вкуса, но мы должны его там чувствовать минимально, мы должны почувствовать все ингредиенты. Поэтому я думаю, пока вот то, что сейчас я сделал, этого
достаточно, потому что у нас целая гора этих продуктов. Сейчас мы это все перемешаем. Прошу. Вы вообще за здоровое питание? Да. Но с моей профессией, то есть вот этой моей всей занятостью, не всегда получается так нормально, как так сказать, поесть, потому что, фастфуды, там, либо какие-то пирожочки, булочки, это все... Это не еда. Желудок что-то там получил, какую-то свою дозу, но, так сказать, чтобы он так отдохнул, так поевший, нет. То есть от этих всех быстрой еды желудок мучается, человек потом в дальнейшем тоже может, человек это много не съест в любом случае. Сегодня съел, завтра съел, на третий день он уже не сможет. Это по мне так. Поэтому вот даже я так думаю, что майонеза достаточно. Видите, да? Тут у нас все красиво. Каждый ингредиент почувствовал. Так, нужно ли добавлять майонез. кукурузу или... Кукурузу, думаю, что да. Да, немножечко давайте добавим. Может, я еще, плохо перемешал, но кукурузу можно добавить. Давайте, я так. Приукрасим еще гирляндами плотненькими. Вот так, отлично. Вот. И все-таки, Эрнест Бей, кто такой настоящий танцор? Что определяет танцора? Что самое главное? Танцор должен любить свою профессию. Он должен любить людей, с которыми он занимается. Если в данном случае я работаю с детьми, надо любить детей. Надо любить свою профессию, потому что я этому отдал, в учебе, если я говорю, 8 лет. То есть, это же не просто так. Ты должен любить свою профессию. Ты этому отдал столько времени, здоровья. Это физическая нагрузка, так как у всех футболистов. Какие-то травмы. Я тоже травму получил, и была операция. Поэтому надо любить свою профессию, отдавать, делиться с детьми, со всеми друзьями. Даже если не с детьми работаешь, а вот я работаю в ансамбле, то есть надо быть гуманным. Да, надо любить людей. То есть надо быть со всеми приветливыми, надо быть во всех ситуациях терпеливыми. Так, что, готов наш салат? Наш салат абсолютно готов. Блюдо от танцора, хореографа и замечательного человека Эрнеста Пуртыхова готово. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Правда? Да, супер. Я думаю, что немаловажную роль играет ваша помощь. Вы, думаю, тоже внесли свою частичку, тоже, как говорится, Джан Юрик Тем, да? Здорово. И я думаю, она выглядит красиво и аппетитно, и я думаю, что нам следует попробовать, Да, конечно. оценить это дело. Пробуем? Очень вкусно. То, что доктор прописал. Торговая марка «Всегда есть» – это продукт только высшего качества. Выращивание лучших сортов, бережная транспортировка и классические рецепты приготовления – все это мы используем для создания неповторимых блюд на вашем столе. Продукция торговой марки «Всегда есть» сделана исключительно по ГОСТу. Это гарантирует высокое качество и сохранность продукта. «Всегда есть» – праздник вкуса на каждом столе. Эрнест Бей, чок сагылныз сізге, что вы были сегодня с нами за такой рецепт. И мы хотим подарить вам подарок. Торговая марка Леба дарит этот замечательный вкусный ароматный кофе вам, вашей семье. Чок сагылныз. Да, наша традиция, да, с утра каждый день кофеек. И я вам хочу сделать подарок вашей студии, вашей передаче от себя. Вот такую красивую керамическое блюдо. Я думаю, что здесь можно много что сказать. Она красивая, думаю, дополнит ваш интерьер. Да, обязательно. Мы и это мой подарок студию для вас, чтобы вы чувствовали себя как рыба в воде. Сагылныз, чок сагылныз, очень сагылныз. приятно. Да, желаю телезрителям нашим быть всегда на позитиве, быть оптимистами в жизни, быть терпеливыми, любите своих близких, друзей, своих родных. Всегда улыбайтесь, потому что улыбка в жизни всегда дает свет. Улыбайтесь и будьте счастливы. Чок сагылныз. Эрнест Бей, еще раз чок сагылныз вам за пожелание, за общение, за рецепт. Я уверена, что наш сегодняшний салат ни одного нашего телезрителя не оставит равнодушным. Будем на это надеяться. Сагылныз. Сайгылы достлар, я желаю вам такого же легкого, красочного и вкусного утра, как наш сегодняшний салат. Софрага буйрыңыз, аштатлы олсын.